Русский театр имени Александра Пушкина подводит итоги уходящего года. Он запомнился не только новыми постановками и проектами, но и театральным марафоном. Подробности в сюжете Полины Долинской. Указом президента России 2019 год был объявлен годом театра с целью сохранения и популяризации лучших театральных традиций и достижений. Сделать его доступным для жителей разных городов, а также привлечь внимание к вопросам театрального образования. Самое активное участие в нем принимал Русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Работали мы, слава богу, в этом году не только на своей родной площадке, но и выезжали, были участниками театрального марафона, когда ансамбль «Эргерон» Чукотский приезжал к нам и передавал эстафету. Мы, в свою очередь, ее взяли и уже в Чите передали эту эстафету уже, как говорится, дальше. В театральном марафоне приняли участие порядка 85 регионов страны, а также уходящий год запомнился новыми постановками и проектами. Много премьер, много зрителей, гастроли, новые встречи с приезжими режиссерами. Было очень интересно с ними работать. Труппа очень обогатилась замечательным репертуаром. После 31-летнего перерыва артисты театра провели гастроли в Магаданской области. Публика принимала на ура каждую постановку. В начале сезона успешно съездили в город Магадан, где нас на ура принимала публика и не хотели отпускать. И спрашивали, когда мы в следующий раз вернемся с гастролями. Изумил просто, по-другому не скажешь, зритель именно в Магадане. Вплоть до того, что вот когда даже вот перед началом спектакля ты видишь, как приходят, в чем приходят, как одеты, кто идет, какие разговоры после спектакля, как воспринимают спектакль. Мы ни разу не увидели, чтобы вот в зале там маячил экран телефона там во время спектакля или какие-то разговоры были. Этого просто не было. За год в Русском театре произошли колоссальные обновления в репертуаре. Добавились новые спектакли и постановки. Это «Мертвые души» в постановке Сергея Потапова, «Слишком женатый таксист», спектакль «Барышня-крестьянка» и сказка «Буратино». Премьеры следовали одна за одной. Работа не переставала кипеть даже в поздние часы. Костюмеры, столяры и художники-бутафоры – те работники театра, которые не видны зрителю, но без них не состоялся бы ни один спектакль. В целом год выдался очень насыщенным. Но, как говорят сами артисты театра, окончательные итоги подводить еще рано. Ведь фактически год театра в России еще не закончен. В декабре месяце же ведь не заканчивается год театра, еще определенный шлейф идет вплоть до марта 27 числа, как раз когда официальный праздник празднуется День театра. Тоже будут какие-то итоги уже полностью, уже когда мы так остановимся, выдохнем, посмотрим назад, что происходило. И действительно уже, отдавая себе отчет, сможем так спокойненько сделать какие-то выводы, подвести итоги. Ну и определенные результаты, я думаю, тоже у нас будут. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск.